Вижаон Дона Йордиас, Падипуктана Войтер. Добрый день, уважаемые депутаты Государственного Совета, гости и приглашенные. Позвольте в соответствии с Конституцией Республики Коми доложить Государственному Совету об итогах деятельности правительства в 2011 году, об основных направлениях работы на 2012 год и среднесрочную перспективу. Считаю, что главным итогом минувшего года стал тот задел экономического роста в республике, который позволит обеспечить устойчивое развитие дальнейшее во всех направлениях в 2012 году. В чем конкретно это выражается? По отношению к 2010 году рост промышленного производства в республике составил 4,3%. Но что более важно, и мы всегда это подчеркивали, в обрабатывающем секторе рост у нас составил 12,3%. Улучшилась ситуация в строительном комплексе. Объем ввода жилья в прошлом году по отношению к 2010 вырос на 44%. Объемы инвестиций в экономику увеличились на 62,5%. Налоговые поступления в бюджетную систему более чем на 30%. Подтверждением стабильного развития в экономике стало и очередное повышение кредитных рейтингов республики авторитетными международными рейтинговыми агентствами, а это дает возможность республике в случае необходимости привлекать финансовые ресурсы на более выгодных для нас условиях. Реализация программ содействия занятости позволила добиться существенного снижения безработицы. Ее уровень теперь держится в пределах 2%. В результате принятых мер третий год подряд снижалась инфляция, и ее уровень составил на конец года 6,3%. Это самая низкая инфляция для республики за последние 15 лет. Заработная плата работников бюджетной сферы в среднем выросла на 18,5%. Это, так сказать, основные цифры. Хотелось бы перейти тогда к сутевой конкретике. Что же сделано в рамках приоритетов правительства, заявленных мною год назад с этой самой трибуны? Я напомню, что самый важный приоритет 2011 года, который был объявлен в республике годом ребенка, была определена защита материнства и детства. Правительством была введена в связи с этим новая мера социальной поддержки семей с детьми, региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей матерям, родившим третьего и последующих детей. За 2011 год поступило к нам 862 заявки на получение указанной поддержки, и на сегодня выдано уже 710 сертификатов. 84 из заявивших уже подали заявление на распоряжение средствами капитала. 15 семей этими средствами воспользовались, причем 5 семей направили их на решение жилищного вопроса, остальные предпочли получить ежегодную единовременную выплату. Соответственно, есть результат. В республике за последние годы наметилась устойчивая тенденция к росту рождаемости. По этому показателю сегодня мы лидируем среди регионов Северо-Западного федерального округа. По итогам 2011 года впервые за 20 лет в республике сложился естественный прирост населения. Есть еще и более говорящий показатель. Именно он демонстрирует итоги нашей работы, в том числе в модернизации здравоохранения. В республике продолжает снижаться детская смертность. Если в 2010 году она составляла 5%, то по итогам 2011 года она составила 4,5%. Больной вопрос, о котором я говорил в прошлом году, обеспеченность местами в детских садах. И мы начали планомерно его решать. В 2011 году было введено в эксплуатацию 785 мест. Открыто дополнительных мест на базе дошкольных образовательных учреждений 1119. Полностью решен на сегодняшний вопрос с детскими садами в Воркуте, Инте, Усинске, в Уктыле и в Печоре. В ближайшее время проблема дефицита мест будет снята и в Сосногорске. Наиболее острая проблема с детскими садами остается и сохраняется в Сыктывкаре и Ухте. На дальнейших путях решения проблемы в этом году я остановлюсь позднее.
Для решения проблемы сиротства в 20 раз с 10 до 200 тысяч рублей увеличено единовременное пособие при усыновлении ребенка. А при усыновлении детей, имеющих отклонения в развитии, с 15 до 250 тысяч рублей. Завершено строительство жилого дома на 200 квартир для детей-сирот в Зеленце, а также реконструкция здания общежития в Визинге. Из бюджета республики на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот муниципалитетом были направлены средства в объеме 90,5 миллионов рублей. Увеличение по сравнению с 2010 годом этого финансирования составило почти 4 раза. Это позволило администрации муниципалитетов приобрести еще дополнительно 70 жилых помещений. Следующий блок приоритетных задач правительства на 2011 год был определен как модернизация социальной сферы. Что было сделано в области образования? Самое серьезное внимание в прошлом году было уделено созданию современных условий обучения школьников. Мы продолжили обеспечивать всех школьников начального звена 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Расходы финансировались из средств республиканского бюджета. Как и планировали, и как я говорил об этом год назад, мы стали проводить обновление технологического оборудования в школьных столовых. В 2011 году на эти цели было направлено 58 миллионов рублей и было обновлено 50% таких столовых. В этом году планируем полностью завершить эту работу. Всего введено в эксплуатацию было в 2011 году 13 объектов образования, из них 9 в сельской местности и 4 в городах, в том числе 5 дошкольных образовательных учреждений, 5 начальных школ-детских садов, 2 средних образовательных школы и 1 основная образовательная. В муниципальное образование в прошлом году поступило 18 новых автобусов. Мы таким образом заменили 25% изношенного школьного автобусного парка. В течение этого года мы планируем фактически закрыть потребность в обновлении вот этого школьного автобусного парка, не полностью отвечающего современным ГОСТам. Дальнейшее развитие получил проект «Дистанционное обучение детей в малокомплектных школах с использованием информационных технологий». К нему присоединились еще 4 малокомплектных школы. В 2011 году завершен процесс оптимизации малокомплектных школ. Это принципиальный вопрос, и сегодня я могу уже, так сказать, сделать именно на этом акцент. Процесс оптимизации малокомплектных школ в республике завершен. Мы ставили и ставим очень важную задачу теперь. Ученики в малокомплектных школах должны получать качественное образование, позволяющее им конкурировать с городскими сверстниками. И в том числе проект дистанционного обучения детей направлен именно на это. С использованием специального оборудования на основе индивидуальных программ в настоящее время обучается и 100 детей-инвалидов. В этом году к ним присоединятся еще 30 детей. Осуществлялась государственная поддержка талантливых и одаренных детей. 146 человек получили поддержку на сумму более 730 тысяч рублей. В сфере модернизации профессионального образования Министерство образования России поддержало предложение правительства республики по созданию университетского комплекса на базе Ухтинского государственного технического университета. Уже состоялось решение реорганизации университета путем присоединения к нему Ухтинского промышленно-экономического лесного колледжа и Ухтинского горно-нефтяного колледжа. В 2011 году было подписано соглашение о создании лесного образовательного кластера республики. Центром кластера является Сыктывкарский лесной институт, который выстраивает интеграционное взаимодействие с образовательными учреждениями, готовящими кадры для лесной отрасли. Считаю, что цель сохранения системы высшего образования в условиях модернизации нами достигнута. Созданы новые основы для ее развития. В сфере начального и среднего профессионального образования в итоге реорганизации к 8 созданным в 2010 году техникумам присоединились еще 4 учреждения, реализующие программы профобучения в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Для дополнительного финансового обеспечения создания ресурсных центров республика приняла участие в соответствующем федеральном конкурсе. Став одним из 24 победителей, смогла привлечь федеральные средства в объеме 26 миллионов рублей. За счет этих средств создана лаборатория и приобретено оборудование для производственных мастерских на базе ресурсного центра города Ухты по подготовке кадров для нефтехимической отрасли.
Все это делается в реализацию утвержденной концепции модернизации образования в республике. Главной задачей же в сфере здравоохранения была реализация программы модернизации с общим объемом расходов на 2011-2012 годы более 5 миллиардов рублей. Она заявлена как региональный компонент общей федеральной программы, и основной объем финансирования приходится на федеральный бюджет. Средства республики составляют более 170 миллионов рублей. В рамках программы модернизации только в 2011 году проведен ремонт 112 объектов. Приобретено и введено в эксплуатацию 234 единицы медицинского оборудования. Приобретено 3906 единиц компьютерной техники. Заработная плата в целом по учреждениям здравоохранения выросла почти на 20% и в среднем составила 20 300 рублей. На укрепление материально-технической базы отрасли направлено 836 миллионов. В целом расходы на здравоохранение в республике в 2011 году составили 15,3 миллиарда рублей. В числе наиболее значимых строящихся объектов здравоохранения был санаторный комплекс и продолжает оставаться в Серегово с общим объемом бюджетных и внебюджетных инвестиций в 2011 году 825 миллионов. В прошлом году было начато строительство центральной поликлиники в Сыктывкаре. Ввод объекта запланирован на текущий год. Достаточно большие средства, более 107 миллионов рублей, привлечены на укрепление материально-технической базы целого ряда муниципальных больниц в рамках договора между правительством и компанией «Газпром Трансгаз Ухта». Кроме того, республика по-прежнему активно участвует в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Республике были выделены почти 90 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующий объем софинансирования был предусмотрен и в рамках республиканского бюджета. На эти средства были приобретены компьютерный томограф, лабораторный комплекс в республиканский тубдиспансер, 5 машин скорой помощи, 1 реанимобиль, который и капитально отремонтирован Ухтинский роддом. Дальнейшее развитие получили центры здоровья в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. В 2011 году для повышения доступности медицинской помощи сельскому населению существенно увеличилось число выездных мероприятий, выполненных бригадами консультационно-диагностического центра и республиканских лечебно-профилактических учреждений. В целом за год состоялось более 500 таких выездов. Мы реализовали задачу «Услуга к пациенту» и создали систему диагностики и медицинской помощи даже в самых отдаленных уголках, хотя, конечно, эту систему необходимо продолжать совершенствовать. В 2011 году мы продолжали активно строить объекты для занятий физкультурой и спортом во всех городах и районах республики. Были завершены работы по строительству и реконструкции 12 спортивных объектов. Крытый каток в Сосногорске, спортивный комплекс с универсальным игровым залом в Ухте, а также целый ряд лыжных баз и спортивных площадок в сельских районах. Была завершена реконструкция республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной и спорткомплекса «Нефтяник» в Ухте. Кроме того, выполнен капитальный ремонт Дворца спорта для детей и юношества в Инте. В начале прошлого года мы говорили о необходимости доработки и запуска целевой программы развития инфраструктуры отрасли культура. Такая программа, как и планировалось, была принята и действует с мая 2011 года. В рамках программы не только удалось провести достойное празднование 90-летия республики, но и заложить фундамент для модернизации материально-технической базы отрасли. Было в том числе и принято решение о запуске механизма грантовой поддержки в области театрального искусства и концертной деятельности. Общий объем средств на выплату грантов был определен в 7 миллионов рублей ежегодно. В целях выработки согласованных предложений по реализации государственной политики в области культуры и искусства впервые был создан Совет при главе Республики Коми. Реализация программы культуры в полном объеме позволит построить и реконструировать 32 объекта культуры, укрепить материально-техническую базу в 54 учреждениях во всех муниципальных образованиях, провести комплексную информатизацию библиотек и музеев, стимулировать профессиональную творческую деятельность путем закупа не менее 45 произведений различных форм по видам и жанрам искусства. Задача модернизации социальной сферы предопределила и приоритет работы правительства в 2011 году. Это обеспечение роста инвестиций, инновационной активности, повышение энергоэффективности экономики республики, развитие транспортной инфраструктуры, решение многих застарелых проблем. В
В прошлом году 11 инвестиционно активных предприятий получили поддержку на общую сумму более 1 миллиарда рублей по самым различным направлениям. Пользуясь законом о налоговых льготах, предприятия направили около 870 миллионов рублей на развитие физической культуры и спорта, финансирование объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой сферы. Среди крупных инвестиционных проектов я бы назвал открытие, оконченных в 2011 году, я бы назвал открытие компании «Енисей» в первой очереди нового нефтеперерабатывающего завода в Усинске. На заводе было создано более 300 рабочих мест. В планах «Енисея» на текущий год выйти на переработку до 1,5 миллиона тонн нефти в год. Реализация второй очереди, планированной до 2015 года, позволит вдвое нарастить объем и ассортимент продукции. Созданы новые условия для привлечения инвестиций в угольной отрасли. В результате конкурсов на реализацию прав на разработку полей Усинского угольного месторождения определились его новые собственники – Новолипецкий металлургический комбинат и компания «Воркута-Уголь». Суммарный объем инвестиций Новолипецкого металлургического комбината и компании «Воркута-Уголь» на период до 2018 года прогнозируется в объеме 120 миллиардов рублей. Новолипецкий металлургический комбинат намерен организовать новое угледобывающее предприятие производственной мощностью 4,5 миллиона тонн угля в год. В планах компании «Воркута-Уголь» строительство новой шахты с обогатительной фабрикой, проектной мощностью по добыче и переработке 4 миллиона тонн горной массы в год. По масштабам оба этих проекта, по сути, это еще 2 шахты, сопоставимые с Варгашорской. Важным для угольной отрасли событием стало и завершение реформирования компании «Интауголь». Определился собственник городообразующего предприятия. Соответственно, «Инта» задышала по-новому. Предприятие вместе с городом сформировало стратегию среднесрочного и долгосрочного развития. При этом не было сокращено ни одного рабочего места, напротив, их число в 2011 году выросло на 3% против 2010 года. По поручению Владимира Владимировича правительство Коми последовательно решало проблему переселения из Воркуты и Инты семей шахтеров, погибших в результате несчастных случаев на производстве. В список вошли 132 семьи. Им была, соответственно, оказана благотворительная помощь на приобретение квартир. И сегодня я докладываю о полном решении этого вопроса. Была проведена огромная работа в части развития транспортной инфраструктуры. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2011 году были направлены средства в объеме более 1 миллиарда рублей. Главным объектом была автодорога Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Наринмар. На ее строительство направлено около 800 миллионов. Дорожные работы выполнялись на участках Керки-Кабанты-Виз, Кабанты-Виз, Малая Пера. И с окончанием строительства данных участков дороги в 2013 году будет полностью решена проблема действующего на сегодняшний день так называемого серпантина и обеспечена круглогодичная связь более 40 тысяч человек, проживающих в Выжимском и Узымском районах с опорной сетью дорог. Продолжилось строительство автомобильной дороги Ухта-Вуктыл. В 2011 году на строительство данного объекта было направлено более 250 миллионов. Выполнены работы по устройству щебеночного покрытия на протяжении 32,5 километров, что позволило на сегодняшний день обеспечить круглогодичный проезд по этой дороге. Кроме того, продолжилось строительство автодороги Айкино-Кослан на участке Яринго-Волжский с объемом финансирования 25 миллионов рублей. Осуществлялось строительство новых мостов через реку Вычегна на 312 километре автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск и реку Лыжа, а также мостового перехода через реку Ачим автомобильной дороги Сыктывкар-Ухта. Все со сроком ввода в эксплуатацию в 2012 году. В 2011 году правительство решило основные проблемы внутрирегиональных авиаперевозок. В результате было обеспечено бесперебойное сообщение по всем базовым маршрутам, а также приняты меры по обеспечению доступности полетов для населения. Так, с 1 декабря 2011 года были на 30% снижены цены на авиабилеты по маршрутам Сыктывкар-Усинск, Усинск-Сыктывкар, Ухта-Усинск, Усинск-Ухта. Они сравнялись с ценой в купейном вагоне билета, а где-то даже и ниже. Кроме того, были введены льготные тарифы на межрегиональных маршрутах для отдельных категорий граждан, работников культуры, медицинских учреждений, дошкольных учреждений, пожилых людей и студентов.
В 2011 году, все мы знаем об этом, возникло много проблем по перевозке грузов и пассажиров в связи с реформированием компании «Российские железные дороги». Для решения вопросов по перевозке грузов при поддержке правительства республики были определены правила перевозки порожних приватных вагонов, решен вопрос о консолидации управления парками вагонов различной собственности в компании «Российские железные дороги». Принято решение по обеспечению перевозок грузов в среднетоннажных контейнерах до полной реализации альтернативной технологии перевозок. Перевозки пассажиров в пригородном сообщении обеспечиваются в настоящее время по всем необходимым маршрутам.